Ефимова, РИА Новости Дальний Восток. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Всем здравствуйте, дорогие коллеги. Александр Сергеевич, у меня один вопрос. Когда вы приняли решение о том, что будете баллотироваться во второй срок, и что послужило основной причиной? Вы, по-моему, этот вопрос мне все в той или иной степени последний год все время задаете. Я все время говорил, что я буду опираться в своем выборе на мнение нашего народа, наших избирателей, вот, и на мнение президента. Вот. Сам я достаточно давно для себя принял решение, что если два мнения, которые для меня исключительно важны, совпадут, то я пойду на второй срок. Вот. И, безусловно, на многих встречах, особенно в последнее время, люди, простые люди, причем которых я даже совсем не говорили мне о том, что сделано много, надо сделать еще больше, сделать то, сделать второе, третье. Планов у нас много, республика огромная, так и работать работает. Ну и президент при встрече реально мы, конечно, по телевизору это не показали, потому что мы с ним встречались достаточно долго по времени встречи у нас было. Час 15 или час 20. Вот, и, конечно, я, ну, может быть, разговор так получился, я сразу не начал меня спрашивать, можно мне на второй срок пойти, или как к этому относитесь. Так, мы достаточно долго поговорили, и в самом конце вопроса я даже позабыл, и в самом конце уже спросил, а дальше как ты? Вот, Владимир Ильич очень тепло и очень искренне объяснил мне, чем мне надо заниматься, по крайней мере, в ближайшие 5 лет. И пожелал мне успехов, поддержку, высказал, оценил нашу работу, общую во благо нашей республики, всех якутян. Поэтому после этого уже там никаких сомнений не было. Спасибо. Идем дальше. Ирина Ефимова, НВК, пожалуйста. Здрасте. Александр Сергеевич, мы с вами довольно долго работали, я поэтому знаю, что вы привыкли начать дело до конца доводить всегда. В связи с этим у меня такой вопрос. Что вот самое важное из того, что вы за 5 лет эти не успели сделать и надеетесь завершить за второй срок? Ирина, ну, во-первых, Якутия и ее развитие – это не тот процесс, который, знаете, вот дискретно можно мерить. Вот 5 лет делаем только это, следующие 5 лет только это, и будем мерить свою работу именно по этим ссылкам. Развитие, оно уже идет постоянно, поступательное. Слава Богу, что наша республика, несмотря на все сложности, которые у нас были, мы уверенно продвигаемся вперед. Мы во многих направлениях сделали гораздо больше, чем мы даже планировали. Где-то нам не удалось что-то достичь, да, но мост еще не построен, да. Вот. Но при этом говорить о том, что вот мы в следующий срок будем заканчивать только то, что мы тогда начинали, да, тоже, конечно, абсолютно неправильно, потому что за это 5 лет мы сделали задел на многие десятилетия вперед по многим направлениям социально-экономического нашего развития. И, конечно же, самая главная наша задача, чтобы люди у нас жили лучше. Это любой глава, который придет вместо меня, те руководители, которые республику управляли до меня, они все руководители семьи. Мы должны сделать все, чтобы люди здесь жили лучше. Поэтому, поверьте, вот еще раз говорю, у нас еще есть непочатый край работы. Алексей Пахомов, интернет-сайт 214, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вот вопрос такой, да? Недавно прошел праймерис Единой России. Ну, как-то вот результаты, честно говоря, немного не порадовали, да? Там все те же лица, те же... А где же обещанное обновление Литвы? Будет оно у нас или нет? Значит, ну, я здесь категорически не согласен. Во-первых, мы объявили с самого начала, что праймерис наш будет настоящий конкурентный. Он будет реально проходить честно, чисто, без никаких там попыток кого-то за уши вытащить. И все будет зависеть от кандидата. У нас свыше 500 человек от праймерис участвовало. Вот
из тех членов партии «Единая Россия» и их сторонников, которые участвовали в праймерис, они практически все участвуют там. По несколько человек не участвовало. Да? У нас сегодня только 23 действующих депутата, они выиграли. То есть у нас в любом случае обновление фракции партии «Единая Россия» пройдет более чем в 2 раза. Я считаю, что для парламента это такая неплохая цифра с точки зрения таких конкурентных вещей, с точки зрения обновления. По городу и обновление еще лучше. Там более половины тоже депутатов уже много будет, по крайней мере по фракции «Единая Россия». Но и другие партии, насколько я сейчас смотрю, они тоже пытаются обновиться. Есть совсем новые партии, которые раньше в списках у нас не было, да? Те же новые люди. Поэтому я уверен, что Ил-Туман будет обновляться, это абсолютно правильно. Всегда надо парламент, чтобы обновлялся, чтобы он не застаивался. Такой симбиоз опытных политиков и новых, молодых, интересных, желающих что-то новое сделать, в парламенте обязательно будет. И именно вот это то, что мы по-правильно смогли это все людям показать, рассказать, и вот реальная конкуренция, реальная чистота, она привела к тому, что у нас замечательные, лучшие результаты у партии «Единая Россия» на праймерис за всю историю. Свыше 90 тысяч человек проголосовало. Если бы еще не проблемы там определенные технические со связью в некоторых наследах, но люди жаловались, я считаю, что было бы, наверное, даже еще больше. Хороший результат. Ну, конечно, партии надо, есть над чем работать. Я определенное уже совещание проводил, как секретарь партии. Будем дальше заниматься. Ирина Гоголева, ТК. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые коллеги, Арсений Сергеевич, на вашей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин отдельно отметил успехи республики в области демографии. Это хорошие показатели естественного прироста населения и рост численности постоянного. Эти цифры выше даже, чем в целом по стране. И, как вы сами отметили, это стало результатом целой большой поддержки материнства и семьи. Вот мне бы хотелось узнать, в дальнейшем будут ли усилены такие меры поддержки? Спасибо. Спасибо. Я здесь подчеркну, что на самом деле президент очень серьезное внимание, потом долго разговаривал, как раз уделил вопросам социального развития Якутии. Как раз это очень верно. Любая наша работа, она всегда оценивается по качеству жизни людей, по количеству людей, которые в регионе, если у вас увеличивается как раз гораздо быстрее, чем это было раньше, значит, все-таки вы и в части экономики, и в части социальной жизни что-то сделали такое, что на самом деле вам удалось, кто-то может пока не удалось. И я отмечу, что эта политика поддержки семей, поддержки детства, она у нас будет продолжаться. Мы сейчас думаем над новыми мерами, так, предложений очень много поступает. При этом я хочу подчеркнуть, что вот эта вся политика, в том числе связанная с увеличением поддержки семей с детьми, она у нас в последние годы идет очень сильно. Мы с 2021 года практически в 1,5 раза увеличили финансирование по этим программам. В том числе не только с помощью федерального бюджета, но и с помощью регионального бюджета. Вот тот же наш проект по детям столетия, который мы сейчас еще пролонгировали на 5 лет. Вот. И это дает результаты. Вы знаете, я сам был удивлен, я даже не про 22 год, я про 23. Но я вот смотрел все цифры. У нас, я вот сегодня впервые это могу здесь официально сказать, у нас на 1 апреля этого года число жителей республики 999 100 человек. То есть мы реально уже почти подошли к миллиону жителей. У нас детей за первый квартал родилось больше, чем за первый квартал прошлого года. У нас это тоже за последние многие годы, многие, еще раз подчеркиваю, годы, первый раз. У нас всегда, к сожалению, как и в целом по стране, рождаемость, она физически, если детей, она чуть-чуть снижается. Вот. У нас снижается просто чуть меньше, чем
в других регионах. У нас просто смертность падает гораздо более быстрыми темпами, и поэтому, естественно, прирост населения больше будет. Вот. Но при этом вот у нас впервые, еще раз говорю, за многие годы у нас количество родившихся за первый квартал больше, чем за первый квартал прошлого года. И в купе вот с тем, что у нас все-таки люди уже не уезжают из Якутии, да, больше даже приезжают, у нас, еще раз говорю, я вот как бы так боялся, да, про это говорить, но статистика же такая вещь, она упрямая, да, и можно только интерпретировать по-разному, но рост количества жителей никак не поменяешь. Поэтому вот у нас уверенность в том, что в этом году миллионы жителей Якутии будут, она у меня практически абсолютно. И, конечно, мы будем дальше делать, чтобы у нас дальше количество детей увеличилось, чтобы эта тенденция стала четкой, ясной, так, чтобы молодежь отсюда не уезжала, а наоборот сюда приезжали, в том числе и высокопрофессиональные специалисты, для того, чтобы в Якутии было больше людей, она развивалась, шла вперед. И, конечно же, поддержка семей, поддержка детства – самое главное и лучшее вложение, которое может государство делать. Спасибо. Анивера Акимова, газета «Саха-Зелень». Здравствуйте, Александр Сергеевич. В этом году синоптики прогнозируют жаркое лето и сухая погода, конечно же, повышает вероятность лесных пожаров. С 2021 года финансирование по окраине лесов республики намного увеличилось. Сейчас как идет подготовка и какая работа ведется с федеральным руководством? Спасибо. Ну, подготовка уже закончилась. Сейчас у нас пожароопасный сезон объявлен по всем лесничествам Якутии. Так? Мы видим, что реально центральная Якутия, заречные районы, так ситуация далеко не благополучная с точки зрения класса пожарной опасности. У нас, например, вот самолет-зонировщик не может работать, потому что облаков физически нет облачности для того, чтобы мы могли вызывать движение. Вот. Надеемся, что к концу недели что-то получится. Но при всем при этом мы готовы, все силы развернуты, пожары, которые сейчас возникают, их пока, слава богу, немного, но они есть, и мы их тушим. Вот. Вчера вот ландшафтный пожар был потушен в Алийском улусе, сегодня тушится два пожара в Усть-Лайском улусе. То есть такая работа постоянно идет, и, конечно, благодаря решению президента, я как раз и благодарил его за это, в 2021 году, после вот этих тяжелейших пожаров лета 2021 финансирование было кратно увеличено с федерального бюджета, мы тоже серьезно увеличились. И сейчас дополнительные силы развития. Но при этом я и президенту про это сказал, что на 2023 год по сравнению с 2022 годом у нас финансирование не увеличилось, у нас осталось на том же уровне федеральное, республиканское мы все равно чуть-чуть увеличили, ну не чуть-чуть, на 70 с лишним миллионов увеличили. Вот. А при этом зона контроля у нас уменьшается каждый год. То есть мы зону обслуживания, зону, где мы обязательно тушим пожары, увеличиваем. Напомню, в 2021 году она была 37 миллионов гектаров, в этом году это 71 миллион гектаров. Вот. То есть мы ее практически в 2 раза за 2 года увеличили. Вот. Это, конечно, еще дополнительные затраты, то есть площадь-то больше. Ну и, конечно, будем дальше работать, и здесь мы ощущаем полную поддержку и правительства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов, Рослесхоза. Очень надеюсь, что несмотря на все погодные условия, мы все-таки пожароопасный сезон должны будем пройти достойно. Спасибо. Андрей Шилов, сетевое издание «Якутия-24». Александр Сергеевич, вот такой вопрос. Десятилетие здоровья, год здоровья, у нас строится объекты здравоохранения по всей республике, построен кардиоцентр. Сроки онкоцентра показывают, но если соответственно узнать, когда он будет достроен, и какие вот крупные объекты здравоохранения планируется построить, может планируется, да, в ближайшие годы. Спасибо за вопрос. Конечно, укрепление материально-технической базы здравоохранения тоже очень важная задача. За последние годы мы реально здесь продвинулись очень серьезно. Кардиологический наш диспансер, я вообще считаю, одним из лучших в стране, так, точно лучше на Дальнем Востоке. И если посмотреть, как раз появление и кардиодиспансера, и в целом
изменение системы работы по сердечно-сосудистым заболеваниям, когда мы создали сеть реально по республике сосудистых центров, таких опорных, низовых наших отделений, улучшили телемедицину. Она к чему привела? Сегодня у нас смертность от миокарда, если сравнивать с 2017 годом, так, она у нас упала более чем на 10%. Так, вот серьезное, хорошее достижение. Я уверен, что вот сейчас у нас кардиодиспансер еще раз крутится, так, другие программы заработают, в том числе вот артистские, наш мобильный доктор, и ситуация будет улучшаться еще лучше. А ведь не забываем, что у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, уверенно, всегда в Якутии это первое место. У нас практически 40% смертности приходится на как раз сердечно-сосудистые заболевания. Вот. Что касается онкологии, здесь в этом году мы онкологический диспансер обязательно достроим. Мы его обязательно введем. Я недавно на эту тему общался с руководителем правительства нашей страны, причем не с одним, а с несколькими. У всех есть понимание, что в этом году объект обязательно будет построен и введен. Так, нехватка средств есть определенная с федерального бюджета, но средства, я уверен, из резервного фонда и из каких-то других источников будут выделены. И в любом случае мы стройку не останавливаемся, а стройка готовность уже, чтобы не врать, где-то 87-88%. Вот, осталось ряд провести вот, уже работу по поставке оборудования, по их здесь уже оснащению тех или иных уже комнат, отделений. То есть до конца года объект будет сдан. Вот. Что касается строительства дальнейшего, мы все-таки считаем, что сейчас упор должен делаться, в том числе и по федеральным программам, как раз на районное звено. Мы сейчас одновременно строим очень большое количество районных больниц. Это вот Чорокча, Тарта, Мома, Усть-Мая, Вилюйск, Юрба. Вот это то, что я вот на память точно вам скажу. Вот, а еще есть целый перечень. Могу все даже, естественно, где стройки уже или идут полным ходом, и в этом году будут некоторые завершаться, например, в Чорокче, в Тарте, в Моме. Есть те, которые сейчас начинаются, в 24-м, 25-м тоже будут завершены. Вот. И это как раз для районов наших и сельских, и промышленных, конечно, очень серьезное такое движение вперед. Вот. Ну и, конечно, модернизация, капитальный ремонт тех объектов здравоохранения, которые у нас тоже в постоянном контроле. Это и Мирнинская центральная районная больница, это и, конечно, комплекс Нерюнгринской районной больницы, который тоже достаточно большой. И реально в этом году у нас средства будут выделены, в следующем году. И я надеюсь, что эти годы мы окончательно это очень большую, серьезную работу завершим. Именно по Нерюнгрине. А по республике будет, конечно, у нас за эти 5 лет, если так в цифрах, то порядка 45 объектов здравоохранения. Ну, большая часть это как раз было фельдшерско-акушерские пункты, лечебные амбулатории, таких малых населенных пунктов, где это тоже очень важно, и это как раз вот первичная помощь для людей. Вот сейчас уже вот упор мы делаем как раз уже на районном звене. И работа, еще раз говорю, это будет продолжаться. И самый главный итог вот всей этой работы, это же не просто построенный объект, да, у нас что должно в итоге получиться? У нас в итоге должна расти продолжительность жизни. И здесь тоже у нас же есть замечательное достижение. Я об этом президенту говорил, у нас за прошлый год, окончательно не подведено, но судя по всему это будет точно так, мы впервые в республике средняя продолжительность жизни, она превысила среднероссийскую. У нас никогда за постсоветское время такого не было. У нас всегда продолжительность жизни, в силу очень трудных климатических условий, она всегда была ниже. Да? А сейчас вот впервые в истории, за постсоветское время, она у нас превысила среднероссийскую. На Дальнем Востоке у нас она всегда была серьезное для нас всех достижение. Средняя продолжительность жизни уже почти 70 лет. Спасибо. Идем дальше. Юлия Бочкарева. Здравствуйте.
Прохождение паводка в Якутии до сих пор продолжается, но тем не менее, в каком объеме оценивается предварительный ущерб, нанесенный паводком, и сколько дворов, домов, сособъектов было затоплено? Спасибо. Я хотел бы поблагодарить нашу природу, что в этом году у нас паводок прошел спокойно. Вот то, что сейчас у нас там порядка 300 дворовых территорий было подтоплено, да, это же не затопленные дома, это не унесенные там объекты, не разрушенные объекты жизнеобеспечения, как это у нас бывает. Да. Поэтому у нас вот 20 с чем-то домов было тоже подтоплено, еще раз говорю, подтоплено, да, в разных населенных пунктах. Поэтому минимальный ущерб. У нас выплачено 2,5 миллиона рублей по тем населенным пунктам, где уже ущерб полностью посчитан. Вот сейчас он идет, работа по подсчету идет по Татинскому району, по нескольким селам, и по Сосклаху, и по Лусянскому району. И сейчас говорю, ущерб коллеги минимальный, да, для нашей республики, в которой ущерб порой составляет там несколько миллиардов рублей, сумма, о которых я сказал, которая там еще предстоит нам оценить, там ремонт дорог и так далее. Минимально. Я только природе нашей и нашим векам спасибо могу сказать, что все прошло спокойно. Спасибо. Николай Пестинов, радио НДК Саха. У меня такой вопрос. Последние годы уделяется огромное внимание асфальтированию дорог. Да? В прошлом году, как я знаю, был сделан рекордные километры. Я сам из Тампонского района, поэтому по себе знаю, как обстояли дела в Черепчинском УУСе, да? И очень рада, что асфальт дошел до Черепчи. И хотелось бы узнать, дойдет ли до Татинского района асфальтирование. И еще один вопрос, когда откроют проспект Ленина именно точные сроки, потому что новые дороги, да, красота требует жертв, поэтому новые дороги это постоянный стресс, постоянные пробки, постоянные нервы, да, поэтому хотелось бы узнать. Спасибо за вопросы. Конечно, за последние 5 лет у нас, знаете, просто скачок в строительстве дорог. Это не только федеральных дорог, но и региональных, межмуниципальных дорог. 2500 километров дорог построено. Это рекордные показатели за пятилетку. Более того, у нас планы все равно и дальше строить, и понятно, что для Якутии транспортная инфраструктура – это одно из важнейших направлений. Сейчас по федеральным дорогам работа продолжается, в частности вот по дороге Каума, о которой мы сейчас говорим. Планы такие, что сейчас проектно-сметная документация вот участков по направлению к Кёлю они делаются. Но если все пойдет по плану, я все-таки очень надеюсь, что мы уже с этого года асфальтирование будет дальше продолжаться. И задача ставилась в 2025 году, асфальт должен был переварить. Еще раз, конечно, мы сверим свои планы с федеральным дорожным агентством, федеральная дорога, так, но планы у нас и у них, по крайней мере, до недавнего времени были идентичны. 25-й год, асфальт будет вот, по дороге Калма. И дальше уже пойдем туда, по направлению к вашей родине. Вот, что касается проспекта Ленина, здесь, конечно, во всех нас две стороны борются. Да, с одной стороны, конечно, пробки никому не нравятся. Вот, а с другой стороны, конечно, понимаем, что главную улицу города, да и другие улицы города надо делать капитально, без всяких там ошибок. К сожалению, вот видите, в прошлый год все-таки мы об этом много раз говорили, что запаздывает работа, и то, что будет уже под холодный период сделано, все равно потребует каких-то изменений. Но вот сейчас подрядчик за свой счет коррективные свои обязательства исполняет. Очень хотелось бы, чтобы работы все этого года были выполнены в срок, вовремя, и уже осенью до конца октября дорога была полностью открыта.
Там же целый комплекс работ, не кроме асфальтирования, мы же видим, это и тротуары, это и освещение должно быть все сделано, водоотводные сеяловки и целый комплекс мероприятий. Ну, пока, как мне докладывают все структуры, и мэрии, и Минтранса, и сам смотрю, в принципе, работа идет по плану. Но в целом по городу Иркутска у нас и близ города Иркутска очень большие же работы идут. Это и выезды в сторону Нанцев, в сторону Покровска, тоже очень большой объем работы идет. Мы должны его закончить вот за 23-24 года, колоссальный объем работы. По многим улицам работа идет. Но еще здесь, как говорится, всем немножко надо потерпеть. Уверен, что результат будет для нас всех очевиден уже в ближайшее время. Спасибо. Елена Кузьмина, сохранись, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Василий Сергеевич. Значит, вопрос у нас о сотрудничестве с Китаем в нашей республике. И расскажите, пожалуйста, вот в каких областях, там, в экономике, наверное, социокультурные вопросы, технологии у нас идет сотрудничество с Китайской республикой, а также об объемах этого сотрудничества и динамике. Спасибо. Конечно, особенно в сегодняшних условиях этих безумных западных санкций, сотрудничество с Китаем для нашей страны очень важно, ну и оно, конечно, традиционно очень важно для дальневосточных регионов. Сейчас оно еще кратно возрастает. Если так уж по цифрам смотреть, то в 2019 году у нас товарооборот с Китаем у Якутии был порядка 900 миллионов долларов. Так? Сейчас, по итогам прошлого года, он где-то уже за 3 миллиарда. Вот. И тенденция к тому, что это будет расти. Вот. Но в целом мы, еще раз говорю, с Китаем очень активно развиваются наши отношения и растут. Ну и, конечно, кроме этого, есть и гуманитарные отношения, есть вопросы, связанные с сотрудничеством во многих областях науки. В частности, вот под 22-23 здесь будет проходить большое мероприятие, связанное как раз с межрегиональными связями России и Китая. Здесь у нас города-побратимы наших районов, наших городов сюда собираются приезжать. И здесь будет большой форум, как раз посвященный дальнейшему развитию сотрудничества Якутии и Китая с участием федеральных структур, с участием большой делегации из Китая, порядка 5000 человек мы ожидаем. То есть мы уже сейчас уже все ограничения, связанные с ковидом, по Китаю тоже сняты. Поэтому здесь, конечно, в области туризма, в области культуры, гуманитарного, научного сотрудничества работа будет очень активна, я уверен, для этих людей. Спасибо. Сергей Сергеевич, вы не говорили 3 миллиарда долларов? 3 миллиарда долларов. Было 900 миллионов долларов, стало 3 миллиарда долларов. Совершенно. Да. Продолжаем. Чакур Гаврилев, пожалуйста, Сахамедия. Добрый день. Сергей Сергеевич, на встрече с Владимиром Путиным вы... При этом я для Сергея Семченко поясню еще раз. Это, кстати говоря, без учета тех топливно-энергетических ресурсов, которые поставляются в Китай, по той же Сибири, по той же Восточной Сибири, Восточной Сибирь, Тихий океан, то есть без нефти и газа. Алексей продолжу, да? С Владимиром Путиным, когда вы встречались, вы озвучили проблемы тоже, в том числе вот, проблемы по обеспечению кадрами промышленности, да, нашей промышленности. До недавнего времени говорили, что вот местные кадры не идут в промышленность, неохотно идут, а сейчас стоит вопрос обучения и переобучения. Как будет работа в этом направлении вестись? Здесь, конечно же, вопрос глобальный, потому что образование это достаточно инертная сама по себе структура, так, и общее образование, и среднеспециальное, и тем более высшее. Так. И здесь нам надо быть более гибкими. Вот и в целом в стране, и у нас в республике. Сейчас по среднему профессиональному образованию программа «Профессионалитет» заработала. Я сам, как руководитель рабочей группы комиссии Госсовета по образованию,
я курирую среднее профессиональное образование, вот, достаточно в теме, так? И вот как раз благодаря профессионалитету мы должны более массово, более быстро и качественнее готовить кадры для нашей промышленности, рабочих кадров в первую очередь. Здесь же много очень новых требований, а, к сожалению, наша как-то система СПО в целом по стране, она была такая достаточно инертная. Сейчас в сотрудничестве как раз с промышленными предприятиями, в первую очередь, эта система видоизменяется. У нас в Якутии есть два, на мой взгляд, лидера этого процесса. Это вот Южно-Якутский наш колледж технологический, так, в Нерюмле, и Вернинский колледж, которые как раз показывают примеры сотрудничества с компаниями, подготовки кадров под них, прохождение практики производственной, закрепление сразу выпускников уже в промышленных предприятиях. Очень большое количество как раз закончивших, оно уже трудоустраивается. По Нерюмле там практически 2-3% только они трудоустраиваются после окончания. Но это уже, как мы там у директора с Максимом Станиславовичем Орешкиным допытывались, кто же эти 2-3%. Ну, выяснилось, это все-таки ТЭК, в основном девушки, которые уже стали матерями, ну, тоже социально очень важная область. Да? И эту работу мы должны будем вместе с компаниями всеми проводить. Конечно, укреплять надо материально-техническую базу и по Южной Якутии, и по Западной Якутии, в целом вот, и по другим нашим населенным пунктам, в частности по городу Якутску. Вот проект Суперкампуса, он тоже у нас такой на изучение и реализация. Это позволит нам еще раз более активнее готовить нашу молодежь к работе в промышленности. Ну и, конечно, высшее образование. Высшее образование тоже должно отвечать на эти вызовы. Здесь у меня достаточно много вопросов к нашему университету. Мы с Антоном Николаевичем уже неоднократно эту тему обсуждали, чтобы все-таки, опять же, более гибче, все-таки наша система высшего образования внутри республики тоже реагировала на новые вызовы. С этой точки зрения, кстати, вот, на мой взгляд, у нас по системе высшего образования лучше всех работает Арктический институт культуры и искусства, который как раз свою миссию очень четко определил, как креативного университета для севера страны. И как раз в этом направлении за последние годы добился очень замечательно хороших, видимых результатов. Да? В том числе и вот федеральных программ с очень хорошим финансированием смог войти. Поэтому здесь и нашему большому университету, и сельхозакадемии тоже, конечно, надо подтягиваться и в этом направлении работу проводить. Уверен, что мы как бы все вместе вот этой задачи добьемся и сможем как раз достичь того, чтобы наша молодежь, которая хочет работать в промышленности, хочет работать в новых отраслях экономики, она здесь могла работу найти, устроиться и дальше продолжать свою карьеру труда. При этом те хорошие примеры, которые у нас есть, например, проект «Местные кадры промышленности», конечно, они, безусловно, будут продолжаться. Вот мы за последние, вот, опять же, 5 лет 45 тысяч человек у нас трудоустроилось по этой программе. Из них за прошлый год 12 с лишним тысяч. Вот, и эта работа будет идти дальше. Но вообще я в целом очень доволен тем, что, знаете, за эти 5 лет у нас полностью изменилось отношение промышленных компаний. Я же помню все свои разговоры 2018 года, да, и вот сейчас, в 2023 году, да, достаточно серьезного неприятия наших кадров, трудоустройства их, они сегодня уже, ну, скажем так, ничуть не меньше нас заинтересованы и в подготовке, и потом уже в трудоустройстве именно якутян на промышленные объекты. Спасибо. Спасибо. Ксения Поршунь. Интерфакс, пожалуйста. Доброе утро. В Якутии сейчас активно реализуется проект социальной газификации. Недавно были подписаны с Газпромом дополнительные соглашения. Можете сейчас в целом подытожить, какие районы входят в этот проект, куда в скором времени придет газ, где будут построены газопроводы? Проект социальной газификации, который появился в нашей стране благодаря поручению президента страны Владимира Путина, который дал по итогам съезда партии «Единая Россия»,
конечно, он позволил нам выйти вообще на другие темпы газификации, именно социальной газификации. Мы за прошлый год газифицировали 2800 домов. Это абсолютный рекорд всех времен по республике Саха-Якутия. Никогда в истории газификации таких темпов не было. В этом году у нас 1800 домов, которые мы тоже до конца года газифицируем. Работа всей. Но при этом мы с «Газпромом» в результате моих переговоров с руководством «Газпрома» и с Миллером, и со всеми членами правления «Газпрома» достигли соглашения о том, что будут также газифицироваться населенные пункты, которые прилегают к силе Сибири. Вот. Это у нас территория населенных пунктов, которые расположены в Ленском, в Алданском, в Лёхнинском, в Екатеринском районах. И это позволит нам в течение еще ближайших 5-6 лет газифицировать порядка 12 тысяч домов, которые в этих районах. В этом году уже работы реально начинаются. Например, уже в этом году, в августе, мы надеемся, начнутся уже реальные работы по газификации Алёмкинского района. Работы уже по проектированию по многим населенным пунктам закончены. И в Нерюдинском районе, по Чурману, по Ирингой, по Луганскому району, по Норвегскому сказал, по Ленскому району. И вот, знаете, для людей, конечно, не только для людей, и для экономики этих районов, это, конечно, будет колоссальный такой рывок вперед, эта газификация. Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь работы идут полным ходом. Ну и не будем забывать, что благодаря, опять же, решению правительства Российской Федерации, благодаря поддержке Михаила Владимировича Мишустина, сейчас активно строится у нас третья нитка газопровода, участок с Козловцева до 84 километра. Тоже важнейший объект, федеральная адресная инвестиционная программа с финансированием республики. Темпы тоже очень хорошие, работы все идут в срок. Строятся и межпоселковые газопроводы, в частности, по Вилюйскому району, Фанбанкового села Абе. Кстати, первый проект, где софинансирование небольшое Сахатранснефтегазу делает муниципальный район Вилюйский. Вот. И в этом году мы, надеемся, начнем работу по строительству газопровода Среднечурского месторождения Донатына. И, конечно, это после его завершения это уже позволит нам уже рассчитывать на переход уже к тоже давнешнему вопросу, его рассмотрению, это газификация Иркутского района. По газификации у нас планов тоже много, вот, самых разных. И самое главное, что это не только планы, это уже реальные дела, которые приводят к улучшению жизни. Там все документы уже подписаны, там сейчас реальная работа уже практически начала, но там уже видимая такая работа, явная, так она в этом году уже начнется. Спасибо. Мария Дегтярева, издание КН.ру. Видеокоммент — это Абдуллах Ильтархан, Күндүз журналистар. Айсен Сергеевич, вы читаете нашу газету и знаете, что одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. Поэтому такой вопрос. Каким вы видите развитие сельского хозяйства в следующие 5 лет? Какие перемены требуются или ожидаются? Спасибо за вопрос. На него можно отвечать, знаете, часа два, так, и только вступительную часть закончить, так, потому что вопросы сельского хозяйства у нас масса разных вопросов. Есть и хорошие достижения, есть и не очень. В целом, я считаю, что здесь я вчера как раз тоже встречался в Хангаласском УСе с нашими как раз аграриями, с теми людьми, кто своими руками хлеб выращивает, выращивает скот, выращивает овощи. И у всех подходы у нас совпали. Мы все-таки должны, чтобы сельское хозяйство в нашей республике, знаете, просто из образа жизни превратилось уже в отрасль, которая нас с вами реально обеспечивает продовольственную безопасность республики. В особенности это важно в сегодняшнее время. Конечно, все мы, вот те, кто реально этим вопросом занимается, понимаем, что
нам надо здесь тоже очень серьезно провести работу по и технологическому перевооружению отрасли, да, и по изменению, знаете, в целом переподготовки людей как раз, чтобы у нас люди появились, которые реально умеют работать с современным условием. У нас, к сожалению, все-таки больше, мы пока большинство рассматривает сельское хозяйство как, знаете, такой просто образ жизни, вот, люди лично подсобные хозяйства. Это, конечно, важно, это нужно, это мы будем поддерживать, да, и поддерживаем. Вот, только на поддержку ЛПХ по прошлому году у нас 1 300 000 000 как раз по субсидии на волну скота. Но когда мы говорим о товарном производстве, конечно, мы должны говорить уже о высокотехнологичных производствах, о строительстве роботизированных комплексах, о внедрении переработки, которые позволят долго сохранять продукцию, ну и, конечно, о сбыте продукции. По сбыту тоже много вопросов. Мы в этом вопросе будем. Я, вот касаясь сельского хозяйства, как бы, переходя на общие вопросы, хочу сказать, что в 2018 году мы были подписаны ряд указов, стратегических указов, в том числе вот, по экологическому благополучию, по цифровому развитию, по образованию, вот, по сельскому хозяйству. Потом еще появился вот уже последнее время указ у меня по здравоохранению, ну, даже не по здравоохранению, по общественному здоровью. Сейчас время идет, мы видим, что многие указы требуют серьезной корректировки, постановки более конкретных задач, изменения каких-то условий действий, да, на следующие годы. И поэтому вот мы как раз уже начинаем с коллегами работу по переосмыслению и, скажем так, подготовке вот этих документов. При этом они все будут приниматься как раз с учетом мнения тех людей, которые непосредственно занимаются работой в отрасли. Например, вот как раз из разговоров и встреч с сельхозниками, сельхозтоваропроизводителями, я вот как раз буду делать основные выводы и формировать дальнейшие подходы к развитию сельского хозяйства. Также будет и ко всем другим отраслям. Юрий Городецкий, пожалуйста, «Жизнь Якутска». Доброе утро, Александр Сергеевич. У меня коротко по вашей любимой теме, которую, в принципе, мы продвигаем, и вы прикладываете к этому немало сил, IT-отрасль. Как сейчас вы видите в дальнейшем развитии, что вы думаете по поводу того, что очень много айтишников переехали из республики, не то чтобы в Россию, даже переехали в основном за границу, в другие страны, но это в основном представители частных компаний. И вот если мы сейчас будем взращивать своих айтишников, ну, скажем, на поле IT-парка и прочих университета там, и так далее, как вот их удержать здесь, грубо говоря, а не так, чтобы они, выучившись, добившись каких-то результатов, потом также вот не оказались где-нибудь в районе Казахстана или Грузии. Спасибо. Спасибо, Юрий. Во-первых, конечно, прошлый год для российской IT-отрасли был крайне тяжелым в целом, потому что достаточно большое количество компаний переехало в другие страны, и у нас переехали, и Драйвер переехал, и Антона переехал, мы этого не скрываем, и с ними переехали не только там юридические адреса компаний, с ними уехало достаточно большое количество их сотрудников, но при этом мы по итогам года видим, что количество работающих в IT-отрасли не сократилось. У нас одни компании уехали, другие появились. Конечно, они пока еще не достигли масштабов вот, той же Найтона, да? Но при этом вот мы сейчас оцениваем, где-то есть у нас 4-5 компаний, которые в ближайшие годы могут очень серьезно выстрелить и ну, реально стать уже драйверами стремительного роста вот, нашей IT-отрасли. Вот. Ну, четко еще раз, я вот, при этом вот, смотрю, слежу за всем этим, очень внимательно обсуждаем, видим. И самое главное, что нам удалось сделать за эти годы, вот, многие этого не очень понимают, наши, даже не критики, критиканы в основном, да, мы создали экосистему, которая уже генерит новые продукты, причем не только в IT-отрасли, это и креативной индустрии тоже. Вот. Это вот целая экосистема, которая включает в себя
и систему обучения, систему подготовки, выращивания этих стартапов, финансирования, поддержки на различных стадиях, инфраструктуру в виде вот IT-парка, квартала труда, креативного кластера, IT таких центров в районах. У нас кардинально за эти годы изменилась инфраструктура связи. Мы же все с вами в Якутске жили, так? Мы же помним, у нас до 2012 года оптоволокна здесь нет. Сейчас у нас оптоволокна нет только в нескольких арктических районах. И то мы сейчас, вот я и президенту про это доложил, мы с правительством Российской Федерации на паритетных основах хотим реализовать проект, который позволит нам 23, 24, 25 года до конца, может 26 еще затронем, полностью закрыть проблему прокладки оптоволокна в арктических районах республики с выходом уже на Северный морской путь. Вот. Это такая глобальная задача, но при этом мы видим, что с учетом тех темпов, которые мы сегодня набрали по цифровизации и по технической части как раз обеспечения мы способны с этим справиться совместно с крупнейшими российскими операторами связи. Поэтому вот еще вот эта вся система создана, и она вот генерит уже новые проекты, которые реально выстреливают на российском уровне. Ибо у нас сейчас, конечно, и креативная индустрия очень хорошо идет. Вы заметили же, вот последняя встреча президента с представителями креативных индустрий, там было 20 человек со всей страны, в основном Москва, Санкт-Петербург, вот, из региона, по-моему, еще Красноярск, один человек, да? И плюсом 2 человека из Якутии, не из одного другого региона, кроме Москвы, 2 людей. Это же отбор, они же все отбор проходили, не просто они там захотели поехать. Это говорит о том, что мы реально не просто вот какие-то проекты там поддерживаем, мы реально создаем систему, которая уже сама генерит, сама производится. Но при этом, конечно, угрозы тоже есть, и Юра, вы правильно говорите, это как раз вопросы того, чтобы эту всю экосистему сохранить, чтобы она дальше работала, дальше генерировала людей, это вот очень непростая задача. Меня уже многие умные люди лет 10 назад предупреждали, что Александр Сергеевич, самые большие проблемы начнутся, если это у тебя все получится, когда еще буду в себе. Потому что начнется уже борьба за людей, за их будут хакить, их будут переманивать, причем не компании-то могут уехать, другие появятся, а вот именно тех людей, которые могут эту систему сохранить. Это такая серьезный вызов. Я сейчас понимаю, о чем тогда не говорили, скажем так, на своей школе. Поэтому здесь, конечно, надо будет нам очень много работать. Спасибо. Алена Подковырова, Якутия Медиа, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос касается года труда. В этом году впервые провели номинацию «Премию «Человек труда». И, как говорится, год у нас только в самом старте, уже полгода прошло, да? Какие еще мероприятия планируются и, возможно, как-то какие-то меры поддержки будут оказаны нашим трудящимся? Спасибо. Спасибо. Я, когда год труда объявлял, я же в своем послании четко сказал, ради чего я это делал. Для того, чтобы как раз престиж человека труда, он у нас в республике, чтобы вырос. Чтобы мы понимали, что труд – это, знаете, базовое такое состояние человека должно быть. Так, мы же все трудимся. Так, это не только те, кто там на работе ходит, да, это и пенсионеры, наши бабушки, дедушки, это внуков наших нянчат, да, это и наши дети, когда в школу ходят, или в детские сады ходят, так, обучаются. То есть мы все должны трудиться. Вот. И, конечно, меры поддержки людей, именно людей труда, они у нас в республике сейчас выходят на новый уровень. Вот эти 50 человек, которых отобрали в результате конкурса, который по всей республике прошел, он же на самом деле, я сколько, обычно, когда кому-то премию что-то или звание присваиваешь, всегда обычно бывает там потом писем, да, или там какое-то обсуждение, что вот это зря правильно, этот недостоин, тот достоин. Вот сейчас по всем этим вообще ни одного замечания. Наоборот, благодарность, что наконец-то вы, Александр Сергеевич, очень правильно поступили, отметили простых людей, там, начиная от уборщиц, заканчивая эскаваторщиками, сварщиками, тех людей, которые реально трудятся, которые
делают нашу страну, нашу страну усилия. И эти меры будем продолжать. Я вот ту же эту премию, я уже принял решение, правительство поручил, и она нас будет теперь ждать. И мы ее всегда будем переворачивать как раз к 1 мая, к дню труда, к празднику труда. Спасибо. Хочу передать вопрос Лене Тихоновой из информагентства в Якутии. Пожалуйста. Спасибо, Алексей Сергеевич. Как вы оцените итоги вашего проекта «Отдельные доктора» и самого своего первого указа об экологии? И насчет переформатирования правительства, каким оно ожидается после этого? Спасибо. Ну, где-то, как всегда, 3 в одном. Начнем с мобильного доктора. Этот проект родился же не просто так. Мы все и здесь обсуждали это с вами, и много вопросов мне население в Арктике задает, когда я приезжаю. Сам это вижу, что, к сожалению, узких специалистов в Арктике у нас объективно не хватает. И что самое такое, знаете, очевидное тоже, да, мы этих специалистов там и не найдем. В особенности при тех нормативах, которые сегодня через фонд Минздрава финансирование идет, потому что людей просто мало, и, соответственно, на всю Арктику у нас там некоторые специалисты и быть не нужно. И тогда мы приняли решение создать систему, кто-то ее называет мобильный доктор, кто-то арктический доктор, да, кто-то новая модель арктической медицины, чтобы мы здесь создали группы, бригады людей, которые будут достаточно долгое время находиться в командировках с выездом на места во всех населенных пунктах, например, наших труднодоступных, в первую очередь арктической зоны, и охватят осмотрами, диспансеризацией желательно как можно большее количество людей, живущих в том или ином районе. И как раз эти бригады в первую очередь включают в себя как раз всех узких специалистов. Там же идет забор анализов, потом уже обработка их. И за эти полгода, которые проект действует, все арктические районы охвачены, все до единого. 15 тысяч человек у нас охвачено этими осмотрами на сегодняшний день. И эти 15 тысяч осмотров людей, да, 15 тысяч человек, пройдя осмотр, выявилось, что около 1000 требуют дополнительного уже осмотра, лечения тех или иных заболеваний, о которых мы сами особо не догадывались. Так, что-то болит, диагнозы точно были. И, конечно же, кроме благодарности я ничего не слышу. Где я бы не был сейчас в Арктике, все люди этот проект очень хвалят, и все хотят, чтобы он у нас был постоянно с ним. Мы его так и планируем. Вот сейчас во второй половине года опять поедут доктора по арктическим районам. Наша задача, чтобы максимальный охват населения был. И детского населения, и наших коренных малочисленных народов Севера, которые, в том числе и кочуют со стадами или на рыболовецких артериях работают. И уверен, это позволит нам как раз здоровье людей в Арктике, которые, конечно, в экстремальных условиях живут климатически, улучшить и как раз сделать так, чтобы эти люди жили дольше, болезней никто меньше. То есть хорошая модель, мы ее еще будем распространять и на другие труднодоступные территории нашей республики. Даже не только, к сожалению, в Арктике население живет в высоких местах. Есть они и практически создание в том же Корейском в других наших районах промышленных локаций. Поэтому это работа такая будет долгая, но еще раз говорю, видно, что этот проект очень четко, очень грамотно начал реализовываться. Хотел бы здесь подчеркнуть особую роль и министра здравоохранения Елены Николаевны, которая таким инициатором вышла и как раз была тем, кто этот проект весь уже собрал, и защитили они у меня его, и сейчас как раз он и реализуется в интересах наших граждан. Что касается экологического указа, я считаю, что нам многое удалось сделать в рамках реализации этого указа.
Во-первых, мы, конечно, коренным образом поменяли отношение наших крупных промышленных компаний. Вот сегодня выделяются колоссальные средства на то, чтобы вот вопросы соблюдения украинского законодательства, в том числе и республиканского, в полном мере были реализованы. Никто уже не задает, зачем это нужно, для чего это надо, так со стороны крупных компаний. Идет очень четкая, правильная работа именно для сохранения экологии нашего региона. И еще раз говорю, это как раз выражается в том, что кратно, даже не кратно, в некоторых случаях там несколько раз уже выросли их вложения в эти вопросы. Но здесь, конечно, успокаиваться нельзя, надо постоянно продолжать, постоянно работать для того, чтобы есть же нарушители, знаете, у нас сейчас уже они уже не крупные, они вот у нас вот эти всякие маленькие компании, ну, взять тот же Ермолинский район, там, село Юнкер, например, так, Золотоклички, тоже такая печально известная история. В других районах там розовые нефтепродукты и так далее. И эту работу будем четко дальше продолжать. Очень отрадно, что растет экологическое самосознание людей. При этом люди же, я все время говорю, мы должны начинать сами себя. Мы не должны, знаете, просто вот говорить, а вот там что-то развили, что-то сделали, да, касая при этом там, да тот же опорок там на улице Опаси, это же как раз показатель внутренней культуры. И здесь, конечно, культуру экологическую нам тоже надо развивать. Началась работа по обращению с отходами. Это тоже очень важно, так, к свалкам вокруг наших городов, вокруг наших населенных пунктов, там, сел, поселков тоже должны неприемлемо относиться. И вот я приведу пример, как ни странно, сегодня лучший пример как раз по работе по утилизации, да, он не Якутске, не там в Енгре или там в каком-то из таких крупных наших районных центров, он у нас в далеком Арктическом Чукотке, да, где глава района, ну, он сам коммунальщик, он очень этим вопросом болеет, вот как раз со сгубом ЖКХ договорились, и там первая вот сейчас такая серьезная промышленное оборудование поставлено по сжиганию мусора, которое отвечает всем требованиям, так, и работает, и знаете, она, вот я в Чукотке несколько раз был, так, раньше это производило очень удручающее впечатление. Сейчас я вижу, что реально поселок меняется. У них даже раздельный сбор мусора, если не показали. Так. И не говоря уже о том, что они все вот эти септики порядок привели, коллектор подключили, вырос уже под домами практически уже ничего не течет. Если нам осталось, то в этом году они, конечно, работу завершают. И это вот еще раз говорю, в тяжелейших условиях абсолютно дотационного арктического поселка. Это о чем говорит? Потому что если руководство района, руководство поселка хочет, если люди это поддерживают, если этим занимаются, то в самых тяжелых условиях можно хорошего результата достичь. Вот. А если этим не заниматься, то будем сидеть, там, плеваться и говорить, что вот президент у нас плохой, глава у нас плохой, республики, да, ничего для нас нет. Пример обратного тоже есть, что если вдумчиво работать, то результат хороший может быть. Поэтому, конечно, мы будем и в дальнейшем этими всеми вопросами заниматься, но здесь я разделяю подходы Дмитрия Ильича Садовникова, который курирует всю эту отрасль, да, что, конечно, нам в области, вот, например, обращения с отходами мы должны в первую очередь поддерживать те районы, те города, где власти тоже хотят работать, тоже сами что-то вкладывают, и с населением работают, сами к чему-то стремятся. А когда ложка сессии просят, чтобы что-то за них за все сделать, так реально не пойдет. Ну и население само потом уже сделает целый. Так, народ у нас, знаете, один раз может его можно работать, а много раз это точно не работает. Вот. Что касается переформатирования правительства, все пойдет в сторону по Конституции. Вот. Больше не говорить ничего. Спасибо. Спасибо. Мы работаем уже больше часа. Коллеги, я прошу по одному вопросу. Идем дальше. Анастасия Москвитина, пожалуйста, газета «Якутия». Добрый день, Арсений Сергеевич. У меня такой вопрос по поводу субсидированных авиабилетов. Вчера министр транспорта озвучил, что из Якутска можно улететь за 24,5 тысячи рублей. Интересно, где он такие билеты берет, это и говорит, что это авиакомпания Якутия. Вообще, какие системные решения будут приниматься, чтобы эти субсидии были для нас доступнее? Спасибо.
Давайте начнем так. Во-первых, в этом году с федерального бюджета субсидируется перелет из Дальнего Востока только льготным категориям населения. Это молодежь до 23 лет, это пенсионеры, это многодетные, ну, льготные категории, которые могут претендовать на получение субсидированных билетов. Так, ну, если есть какие-то категории, может быть, еще есть, так, но вот льготные категории, да, средств на то, чтобы все летали по субсидированным билетам, в этом году федеральный бюджет ни на один субъект Дальнего Востока, ни на одну авиакомпанию не выделил. Это для понимания ситуации. По республике Саха-Якутия у нас проблема осложняется реконструкцией аэропорта. Вот. Очень надеюсь, что в этом году она будет завершена. И вот такого, чтобы мы летали с короткой полосы, и ряд авиакомпаний просто отказывались летать, в том числе Аэрофлот, например, да, уже такого больше не будет. Да, поэтому здесь мы на очень серьезном контроле держим реконструкцию взлетно-посадочной полосы, там очень много технических разных нюансов, но очень надеюсь, что в установленные сроки все работы будут завершены. По субсидиям. На самом деле в этом году, в начале года, субсидии авиакомпании Якутии не были выделены, все субсидии были выделены Аэрофлоту. Это тоже факт, да? Сейчас Аэрофлот не летает, но и субсидированных летающих островов. Мы на эту тему с Министерством транспорта Российской Федерации отработали. Неоднократно от меня уже обращения уходили. Депутаты наши подключались, в первую очередь Галина Кетенданчикова, несколько встреч провела и с руководством Росавиации, и с Минтрансом. И вот и сегодня, опять же, впервые я хочу озвучить такую для всех якутян точно радостную новость. Вчера решение уже комиссии, она еще эти ежедневные на конкурсе распределяется, да? Ну, комиссионный, скажем так, конкурс, комиссия рассматривает. Уже протокол подписан Министерством транспорта Российской Федерации, что авиакомпания Якутия получает до конца этого года 121 миллион 600 тысяч рублей для субсидирования авиарейсов Москва-Якутск, Якутск-Москва. Вот. Это до 40% рейса могут быть субсидированные билеты. Но с 1 июля я точно понимаю, что субсидированные билеты в большом количестве по авиакомпании Якутии должны быть. И это будет до конца года.